Книга чисел, 13 глава. В моей Библии, вот здесь, которую мне сейчас дали, здесь написано, такой заголовок этой главы, разведка в Ханаане. Евреи подошли к своей обещанной земле, они стоят на границе, они не знают, что их ждет впереди. Моисей делает очень умное решение, выбирает от каждого колена по одному человеку, называет их разведчиками и отправляет их на разведку на 40 дней. Помните эту историю? Мы не будем на всей этой истории зацикливаться. Я хочу, чтобы мы открыли 13 главу с 27 стиха. Это история отчета 12 человек, которые вернулись из самой крутой страны, в которую они когда-либо попадали в своей жизни. 27 стих. Они вернулись к Моисею, Аарону и обществу израильскому в Кадеш, в пустыне Фаран. Там они отчитывались перед ними и народом и показали им плоды этой земли. Они сказали Моисею: мы были в краю, куда ты нас послал, там на самом деле течет молоко и мед. Если бы они говорили сегодняшними словами, они сказали: братан, мы были в самой крутой стране на земле. Некоторые сейчас возвращаются из Дубаев там, или откуда-то, говорят: вау. У них просто шок от того, что они увидели там. У этих ребят был шок. И они говорят: там на самом деле течет молоко и мед. Вот его плоды. И они показывают там, помните, описывается виноградная гроздь, которую они вдвоем тащили. Это что-то невероятное. И дальше, после этого, после вот этого восторга, они говорят такие слова: но! Слово «но» — это самое страшное слово у христиан сегодня. Мы говорим: Бог, ты нам столько всего обещал, ты для нас столько всего сделал, ты столько можешь, мы верим в твою невероятную силу, возможность, но! И тут начинается: я из бедной семьи, у меня не получится, я не смогу, я живу в бедном городке, у нас денег нет. Мы что, в Москве, что ли? Вот Москва, там все деньги, или там Нью-Йорк, там все деньги. Вот если бы я в Нью-Йорке был, я бы зарабатывал свои $5000, а здесь где, как? Вот это «но» — это самая страшная вещь. И дальше они говорят: но народ, который живет там, силен, а его города укреплены и очень велики. Мы даже видели там потомков Анака. Амаликитяне живут в Негеве, Хеты, Евусеи и Амореи на горях, а Хананеи у моря и по Иордану. Халев успокоил народ перед Моисеем и сказал: идем и овладеем землей, ведь нам это по силам. Но те, кто ходил с ним, сказали: мы не можем напасть на этот народ, он сильнее нас. Они порочили перед израильтянами землю, которую разведали, говоря: земля, которую мы разведали, пожирает своих обитателей. Все люди, которых мы там видели огромного роста, мы видели там исполинов. Рядом с ними мы казались себе кузнечиками, да и в их глазах были такими же. И Библия говорит, что были только два человека: Иисус Навин и Халев, которые противостояли этой информации. Они говорили: ребята, даже если все мы это видели, мы пойдем и завоюем, потому что Бог и Его сила, она вместе с нами. И знаете, вот здесь вот история очень интересная. 12 человек, они все были в одном месте, они все видели одну и ту же картину, но они совершенно по-разному к этой картине относились. Одни говорили: там все классно, все круто, но это не для нас. Мы не сможем туда зайти, мы не сможем этим овладеть, потому что мы всего лишь кузнечики. Они видели себя маленькими, ничтожными кузнечиками. Другие, они смотрели вокруг и говорили: вау, сколько здесь всего, сколько тут возможностей. Это для нас шанс. Здесь, вот в это самое время, когда вокруг коронавирус, люди всего боятся, мы будем им проповедовать Евангелие, будем молиться за этих больных людей коронавирусом, они будут спасаться, они будут принимать Христа. Знаете, совсем по-другому эти люди смотрели на то, что происходило вокруг них. Сегодня христиане точно такие же. Точно такие же. Я приехал в ваш город, смотрю, думаю: какой крутой город. Какие богатые дома стоят. Какие люди ездят. У вас люди ездят либо на ладах,
либо на BMW, Мерседесах. Знаете, например, вчера мы проходим мимо одного места, смотрю, стоит Lexus 570. И вот стоимость, если вы поинтересуетесь, это 2019 года машина. Его стоимость 120 тысяч долларов. Плюс-минус, в зависимости от комплектации. У вас богатейший город, у вас такие богатые люди вокруг вас. Вы находитесь в месте, где есть возможность зарабатывать кучу денег. И у христиан мышление такое, но это только воры имеют. Это только какие-то люди, у которых какая-то особенная протекция есть. Это только американцы, это у них столько денег есть. Знаете, сколько «но» в нашей голове живет. Бог нам обещает какие-то вещи, но это не для нас. У нас не получается. Ты знаешь, сколько раз мы пробовали. Ты знаешь, сколько раз мы хотели. У нас не получилось. Люди, им проще согласиться с этим «но», чем опять-таки воевать с этими врагами, которые стоят на нашем пути. Друзья дорогие, я сегодня хочу вам сказать, вокруг нас сегодня не куча проблем, а куча возможностей. Я всегда вспоминаю, когда я прихожу в какую-то церковь, я слушаю людей, которые рассказывают о том, что у них что-то не получается, у них что-то не происходит, у них чего-то не хватает, у них что-то не работает, что-то Бог почему-то перестал действовать в их жизнях. Я хочу сказать, это не в Боге проблема. И это даже не в вашей церкви проблема. Это проблемы, которые у нас в голове под названием «но». Вот это самая страшная и самая большая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. Нам Бог говорит, иди и проповедуй, люди будут спасаться. Но. И у нас в голове, но у них же своя религия есть. Они же там меня камнями побьют. Я, конечно, могу пойти проповедовать, но они не будут веровать, потому что у них своя вера. Я однажды столкнулся, меня Бог послал в 94 году, в 95 году начинать фактически церковь с нуля в одном из пригородов Бишкека. И я столкнулся с этой ситуацией. Вокруг меня огромное количество людей. Я всем проповедую Евангелие. У одних один Бог, у других другой Бог. Я проповедую Евангелие, я пощусь за этих людей, я молюсь за этих людей, я ставлю цели, я говорю, Бог великий, ты можешь, ты совершаешь. И знаете, ничего не происходит за один раз. Какие-то вещи, они не происходят за один раз. Есть вещи, над которыми нам надо пахать, и иногда пахать из года в год. И я помню, в один прекрасный момент ко мне тоже пришло это «но». Я стал внутри себя говорить, да, Бог есть, Бог любит людей, но вот это вот село, в котором я сегодня служу, оно настолько религиозное, это село, половина вот с таким Богом живет, а половина вот с таким Богом живет, которого они себе придумали. И им Иисус не нужен фактически. Я как будто бы внутри своего сердца согласился с этим «но», которое дьявол мне навязал в моей голове. И я помню, я стал ездить на это собрание, знаете, вот как человек обреченный. Я стал понимать, что там ничего все равно не будет двигаться. Там у меня было 3 бабушки. Я каждый раз приходил в этот дом, и я понимал, там кроме этих 3 бабушек никто не придет. Потому что у каждого свой Бог. И я уже внутри своего сердца, я искал для себя лазейку, как бы свалить с этого служения, потому что для меня это стало большим бременем, это служение. Я стал внутри своего сердца говорить, я же не служитель, я бизнесмен, мне надо бизнесом заниматься, я буду деньгами церковь поддерживать, пусть кто-нибудь другой служит в этом селе. Я начал искать лазейки для того, чтобы сбежать с этого служения. И в один прекрасный день в очередной раз я молюсь и говорю, Бог, в этом селе половина вот такие, половина вот такие. Я просто не называю, в какую религию они веровали, для того, чтобы всех любить. И я опять слышу внутри себя слово. Мне Бог говорит, они обычные грешники. И половина из них пьяницы, половина наркоманы. И половина идут по одной стороне дороги, половина идут по другой стороне дороги в ад. Со своими верованиями, со своими религиозными убеждениями, взглядами. Им нужен Иисус. И я как будто бы по-другому, совершенно с другой стороны взглянул на эту ситуацию. Как будто бы внутри моей головы что-то изменилось. Бог начал бороться с моим «но». И Он мне стал говорить, проблема в том, что эти люди не спасаются, не в том, что я перестал быть спасителем, а проблема в том, что ты не веришь, что я могу это делать с этими людьми. Да, ты молишься, ты постишься, ты совершаешь какие-то правильные вещи, ты сразу не увидел ответа, и ты согласился с тем, что это не работает.
Вот, конечно, вот там люди спасаются, потому что они атеисты, мы приходим к ним с Евангелием, и они сразу принимают Христа, потому что у них внутренняя пустота. Знаете, Иисус проповедовал в самом религиозном месте земного шара. И Он проповедовал самым радикально религиозно настроенным людям. Они были готовы убивать за свою религию сразу же. Если вы читаете Новый Завет, вы видите, что несколько раз самого Иисуса хотели убить и побить камнями люди, которым Он проповедовал Евангелие. Когда мы думаем, что Он проповедовал евреям, это такие милые ребята со скрипочкой, еврейчики, которые там с такими милыми щечками, и они слушали Иисуса и говорили: да, Иисус, мы тебя ждали, мы хотели тебя принять. Нет, это были очень агрессивные воины, которые были настроены против Иисуса. Они Его ненавидели. Они ненавидели то, что Он говорит. И Он проповедовал в той части мира, которая была на тот момент самая религиозная, самая страшная. И это не просто тяжелое место было, это самое опасное место было, где можно было бы проповедовать Евангелие. Иисус там проповедовал. И находились люди среди этой толпы, которые принимали Его спасение. И в наших местах, в наших странах есть куча людей, которые нуждаются сегодня в Иисусе Христе. Все, что нам нужно сделать, сказать: Господь, открой мои глаза, чтобы я по-другому стал смотреть на город, в котором я служу, на людей, которым я служу, чтобы я перестал видеть людей, которые верят в какие-то религии, а чтобы я стал видеть грешников, которые нуждаются в Божьей любви. И вы увидите, как много людей оказывается вокруг нас, которые страдают от порнографии, которые страдают от оккультизма, которые страдают от страхов, которые просто, знаете, они напиваются каждый вечер, потому что у них нет надежды. Да, они ходят, может быть, читают какие-то молитвы, они суперрелигиозные люди, но у них нет внутри жизни и надежды. Поэтому они живут так, как они живут. Нам просто надо с этим «но» сразиться в нашей голове. Знаете, любой христианин, он должен быть человеком, который ставит перед собой какие-то цели. Подумайте, какие цели есть в вашей жизни. И вот, например, моя жизнь, она состоит как минимум из 4 сфер. Как минимум. Первая сфера моей жизни – это я и моя семья. Вот какая цель у тебя в твоей семейной жизни, в твоей семье? Какую цель ты преследуешь? От этого зависит, что ты говоришь перед Богом, как ты себя ведешь в своей семье. Если, например, у тебя есть сегодня цель, чтобы я и весь мой дом, вся моя семья были спасены, ты будешь за это молиться, ты будешь за это поститься, ты будешь, соответственно, говорить какие-то слова, ты будешь свидетельствовать, ты будешь, я не знаю, там, делать какие-то вещи для того, чтобы твои родственники спасались. Цель, она двигает нас куда-то вперед. Если сегодня, например, я в этой сфере не имею никаких целей, у меня ничего не будет происходить, друзья. На самом деле вся моя жизнь, она зависит от тех целей, которые я имею перед глазами. Любой сегодня там бизнес-коучер, он вам расскажет историю о том, что только 2% людей на Земле достигают успеха. И эти люди, они целеустремленные. На самом деле, если вы будете читать Библию, все эти коучеры, они умные вещи берут только из Библии. Если вы будете читать Библию, Иисус показывает пример. У него была цель. Он четко знал, чего он хочет ежедневно. Он знал, к чему он идет. Он знал, какие вещи он должен делать. Он четко понимал, куда он двигается. И когда он уходил на небеса, он поставил четкую цель перед своими учениками. Помните? Евангелие от Матфея, 28 глава. Идите и всем проповедуйте Евангелие. Это цель Господа. Это цель Господа. И Он ставит эту цель перед мужиками, которые никогда со своего Израиля не вылазили. Он им ставит перед ними вообще невероятную цель. Он говорит: по всему миру теперь идите. Какой мир? Мы тут рыбаки. Мы тут рыбку свою в Галилее рыбачим. Нам не нужен этот мир. Мы никогда не были за пределами этой Галилеи. Ну да, там с Иисусом они немножко попутешествовали. Он им мозги расширил. Он говорит: идите дальше. Это была новая цель перед теми ребятами, которых он оставил. У нас должны быть цели, друзья. Цель в семье. Цель в моем служении. Ты ходишь в церковь, что просто так ходить в церковь? Начинай молиться, начинай ставить цель, что ты хочешь делать в этой церкви. Как ты можешь быть полезен в этой церкви? Молись. У кого-то есть одна, например, я не знаю, один дар, один талант, у другого есть другой дар, другой талант. Каждый из нас, мы своим талантом призваны служить в церкви. Только ты знаешь этот талант. Молись: Господь, что я могу делать в церкви? И потом ставь цель и двигай это. Двигай детское служение свое.
Heal on Kids. Двигай подростковое служение, двигай медиаслужение, двигай служение бородатым людям, двигай служение, например, незамужним женщинам, открывай какой-нибудь там клуб по интересам для всех иностранцев этого города. Начинай что-то делать. Начинай двигаться в служении, но у тебя должна быть цель сегодня в голове. Не просто ходить в церковь, а что-то делать в этой церкви. И у тебя должна быть четкая цель, что ты хочешь делать, как ты хочешь делать. Если ты, например, служитель какой-то, тебе надо расти в своем служении. Классно, когда, например, у нас есть группа из 8 человек, но это хорошо, это классно. Но мы хотим расширяться, это наша цель, раздвигать границы нашего служения. Это наша цель, чтобы новые люди спасались. Это наша цель, чтобы наши какие-то друзья приходили. Ребят, все наши собрания, они должны быть заточены на какую-то цель. Просто собираться, просто рассуждать о Библии, просто рассуждать о духовных вещах и духовных темах, это классно. Но если нет цели, это все превращается в религиозное болотце. И мы оттуда какаем. Ребят, нам нужно иметь четкие цели. Чего мы хотим достичь, что мы хотим достичь. Какие перед нами, перед нами сегодня, вот перед нашими собраниями вызовы, что мы хотим, к чему мы хотим прийти в конце концов. О чем мы говорим? Семья, служение, деньги. Деньги, 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 деньги. У каждого из нас в сфере финансов должна быть цель. В сфере финансов ставьте цели. Если вы зарабатываете сегодня 50 тысяч рублей, ставьте цель 60, 70, 80, развивайтесь, двигайтесь. Многие из нас говорят, ой, я одного человека встретил, он говорит, у меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть хорошая семья. И я вот это вот слово цели, я вообще не понимаю. Зачем мне что-то большее? Мне достаточно. Это как тот дяденька, знаете, из сказки, который однажды сказал горшочку не вари. Мы точно так же с Богом. Мы говорим, Бог, да нам ничего не надо, у нас все есть. Мы сейчас просто вот дождемся, вот коронавирус, это последние дни, Иисус вот буквально завтра, сегодня придет, и все, нам ничего не надо. Нам ничего не надо. Мы же не какие-то долбанные харизматы, которые там все на деньгах у нас. Ребят, нам надо ни в одну, ни в другую крайность не надо попадать. Нам надо иметь здравомыслие. Деньги – это такая важная составляющая в жизни. Я тому парню хотел просто достучаться до головы и сказать, слушай, тебе достаточно, но тогда открой свои глаза, увидь, сколько людей вокруг тебя есть, которым ты можешь помогать. Двигайся к большему, расширяйся, помогай сиротам, вдовам, начинай жертвовать большие деньги в Царство Божие. Потому что, например, в любой церкви есть всегда нужда в чем? В финансах. Всегда. Сейчас мы снимаем на какой-то iPhone, а хотелось бы на хорошую камеру снимать, хотелось бы хороший звук иметь, хотелось бы хороший свет иметь, хотелось бы свое помещение иметь в конце концов. Чтобы нас оттуда никто не вытурил. Собрались, нас там никто не беспокоит. Знаете, у нас каждое служение, там перед нами вызов. Почему? Потому что мы не знаем, пустят нас туда или не пустят. Мы арендуем помещение. Нам надо свое помещение. Построить помещение, это кучу денег надо. А откуда эти деньги взять? Американцы нам помогут. Нет. Бог так делает, что Он внутри нас открывает источники, внутри наших церквей открывает источники, для того, чтобы нас благословить и через нас дальше благословлять других людей. Он хочет, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Это Его огромное желание. Он не хочет, чтобы мы были нуждающимися на всякое доброе дело. Он хочет, чтобы мы были богаты. Друзья, все опять в мышлении, все опять в голове. О, где я возьму? Все закрывается вокруг. Знаете, хороший вызов сейчас. В реале все закрывается. Хорошее время думать о том, как бы нам переходить в интернет. Торговать в интернете, может быть, бизнес в интернете начинать, может быть, услуги предоставлять в интернете, может быть, через видеосвязь учеников обучать и продолжать свои деньги получать. Хорошая возможность. Знаете, когда у нас что-то не получается, это не значит, что Бог перестал действовать. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы стали гибкими. И мы сказали, Бог, изменились времена, ты хочешь как-то по-другому нас благословлять. Открывайте свои глаза, просто открывайте свои мозги и говорите, Бог, я хочу сегодня, чтобы ты показал мне, как ты хочешь, чтобы я зарабатывал деньги. Я в нашей церкви немножечко рассказывал эту историю. Я просто вам хочу рассказать эту историю. Совсем недавно я встретился со своим старым другом, я его не видел
много лет, я даже не помню, когда я его последний раз встречал, но это старый друг, я его знаю 36 лет как минимум, наверное, даже, наверное, больше. Я с ним в свое время занимался спортом, мы с ним дружили, потом потерялись. Когда я уверовал, я его нашел, ему проповедовал Евангелие, потом он опять потерялся. В следующий раз я его встретил, когда я переехал в Екатеринбург. Мы в Екатеринбурге совершенно случайно с ним встретились, оказывается, он тоже в это время там жил. Потом опять у нас разошлись пути, и в один прекрасный день мы с детьми поехали в Алмату и пошли в Мегу. Конечно, куда же идти в Алмате? В Мегу. Мы пришли в Алмате в Мегу, и я встретил там этого парня. Я говорю, как? В этом непонятном городе, я здесь совершенно случайно, проездом, как мы здесь могли вообще с тобой встретиться? И я понимаю, с ним связан такой, знаете, веревочкой. И когда я его увидел, он за меня зацепился, взял мой номер телефона, и потом меня буквально чуть ли не каждый день мне начал писать, когда приедешь ко мне в Алмату, когда приедешь ко мне общаться, когда И вот просто, знаете, состояние, когда уже достал, думаешь, ну ладно, надо это сделать, иначе не отстанет вообще. Либо его блокировать, либо ехать в Алмату. Я решил поехать в Алмату, думаю, я ему тем более столько проповедовал, поеду, буду допроповедовать. И я когда приехал к нему, я думал, я буду ему говорить, а все это время он мне рассказывал историю своей жизни. И он мне рассказывал историю о том, как он оказался в Алмате. Он начал рассказывать историю о том, чем он занимается сегодня. И знаете, меня потрясло вообще, вот все, что он говорил, я смотрел на него и думал, Господи, вот сейчас бы христиан многих поставить перед ним, чтобы они услышали, что этот человек говорит. И он говорит, Денис, ты не представляешь, сколько денег в этом мире. Денег немерено. Просто огромные потоки финансов сегодня текут. И он говорит, в один прекрасный момент я для себя внутри своего сердца я получил какое-то понимание, чем мне заниматься. Я начал этим заниматься. И говорит, первый год занимался, ничего не получалось. Второй год занимался, всем должен. Третий год занимался. Он открыл бизнес, этот бизнес никуда не двигался. Он говорит, я понимал, что мне надо в этом двигаться. И он говорит, я неотступно продолжал пробивать какие-то невидимые стены. И он говорит, в один прекрасный момент меня уже с офиса начали просить уйти, потому что я там кучу денег должен, не мог заплатить им за этот офис. Я им говорил, пожалуйста, подождите. Потом, говорит, рядом со мной какие-то ларечки были, овощные, еще какие-то, где я уже всем, говорит, задолжал. Там меня чуть ли не в долг, говорит, все это время кормили. И он говорит, у меня такое состояние было, вот просто пойти и застрелиться. Но он говорит, я продолжал пахать, я понимал, что вот оно должно прорваться. И он говорит, я сам не понял, как это произошло. В один момент все потекло. Финансы, говорит, потекли. Такой просто рекой в его бизнесе. Какой-то прорыв произошел. Он причем человек не молится. У человека нет той силы Божией, которая есть у христиан. У него нет великого помощника на небесах. Он просто понимал, что ему, взявшись за вот этот плуг, его не надо отпускать, продолжать пахать и продолжать ожидать, что придет однажды прорыв. И он говорит, когда начали финансы на меня литься, он говорит, а я помешан на золоте, я в один день пошел на 200 тысяч евро, купил себе золото. И он на самом деле такой говорит, показывает мне часы, Юлис Нардин. Он говорит, они 380 грамм весят, золотые часы. Он говорит, я со скидками за 40 тысяч долларов купил. Я думаю, двухкомнатная квартира у него на руках висит. Думаю, что происходит вообще? Мы разошлись когда-то, он в туалет пошел, я в интернет залез, думаю, надо посмотреть, сколько эти часы стоят. На тот момент 3,5 миллиона рублей на официальном сайте Юлис Нардин. Я думаю, вообще, что происходит? Знаете, и когда я смотрел на этого неверующего человека, он говорит, Денис, успех приходит к людям не тогда, когда они взялись, и на следующий день успех упал на них, а когда они продолжают развиваться, когда они взялись за что-то, они продолжают пахать. И он говорит, есть такой принцип, сеяние и жатвы. Он мне сидит и объясняет. И он говорит, однажды я все равно пожну все то, что я сею. Однажды я все равно прорвусь там, где я ищу этого прорыва. И я сидел на него, смотрел, и я понимал, что очень важно христианам знать этот принцип сеяния и жатвы. Взялся за что-то. Если ты начал быть таксистом, будь самым крутым таксистом. Продолжай быть таксистом. Да, может быть, ты сейчас не на Мерседесе катаешься. Однажды ты откроешь таксистскую контору, где только Мерседесы будут предоставлять VIP-услуги. И ты будешь дома пить чай, самый главный таксист этого таксистского агентства. Знаете, есть вещи, в которых мы развиваемся. За что-то взялись. Продолжайте двигаться, ставьте цели.
Если вы, например, начали с детьми заниматься, стремитесь к тому, чтобы у вас несколько классов было. Потом эти классы превратились в большую школу, и потом какой-то образовательный центр откроете, сеть аптек откроете, не знаю, какие-то сеть развлекательных центров, где люди будут не только скалолазанием, рафтингом заниматься. Двигайтесь, раздвигайте свое мышление. Смотрите, вокруг нас столько денег. И эти деньги есть. Просто нам надо изменить мышление. 2 человек с Англии, представители обувной фабрики, отправили в Африку завоевывать новые рынки. Они вернулись с 2 разными отчетами. Один пришел и сказал: ой, Африка это такое теплое место, там никому обувь не нужна, там все босиком ходят, там никто не будет нашу обувь покупать. Другой вернулся и сказал: вау, Африка это непочатый край, там все ходят босиком, им всем нужна обувь. Нам нужно изменить свое мышление, ставьте цели, двигайтесь к этим целям. Смотрите на людей, которые сегодня чего-то достигают, читайте их свидетельства, учитесь от этих людей чему-то. Главное победить свой страх, потому что страх тебе скажет: ой, ничего не получится, сейчас такое время, сейчас все так плохо, сейчас все закрываются. Слава Богу, если все закрываются, значит, наверное, тебе пришло время открыться. Для тебя это какое-то окно возможностей, используй его. Аминь. И 4-я сфера – это наше здоровье. Бог нас призывает быть здоровыми людьми. Если ты сегодня болеешь какой-то, не знаю, у тебя какая-то болезнь есть, не соглашайся просто с ней. Не соглашайся с ней. Приходят какие-то служители, скажи: положи на меня руку, помолись, пожалуйста, помажь мне елеем. Писание говорит: болен ли кто из вас, не сидите дома. Не ждите, когда вы умрете, а призовите пресвитеров, чтобы они вас маслом помазали, а вы получили исцеление. Не получается с 1-го раза получить исцеление. 2-й раз зовите, 3-й раз зовите. Сами что-то делайте, молитесь. У меня доброе свидетельство есть. Я долгое время мучился. Я рассказывал недавно совсем про исцеление своей поломанной спины, но у меня есть свидетельство немножко другое, тоже со спиной связанное. Грыжа. Очень такая известная тема, грыжа. И в один прекрасный момент я стал понимать, что меня мучает грыжа. Я обратился тоже к специалистам, они мне сделали МРТ, сказали: у тебя там грыжа в таком-то месте. И я стал понимать, почему я мучаюсь, почему у меня болит спина. И я молился, я постился, я исповедовал, я говорил, я провозглашал. А грыжа как была, так и осталась. И она меня мучила. И я уже думал: и так, и сяк, что бы мне сделать. И мне моя жена говорит: есть такой-то специалист, сходи к нему. Но я же христианин, я же харизматический христианин, я верю в исцеление по вере, мне не надо специалистов никаких, которые грыжу лечат. И знаете, иногда мы вот такие тупорылые, ограниченные харизматические служители или верующие, и мы ограничиваем Бога. Помните, пришел Неиман к Елисею и говорит: у меня проказа. Тот говорит: иди купайся в Иордане. У того гнев, какой купайся. Я думал, ты меня руку положишь. Я думал, ты меня там елеем помашь. Я думал, ты надо мной молитву веры провозгласишь. Чего ты должен пойти купаться в Иордан? Мы ограничены. Мы думаем, что исцеление, оно только вот так работает, когда на нас кто-то руку положит. А когда нам говорят: иди к специалисту, я не пойду. Но жена настояла, я пришел к этому специалисту. Он говорит: да, Денис, вообще не парься. Грыжа твоя с годами, она усохнет. Ты стареешь, и грыжа стареет, кости деревенеют, и грыжа задеревенеет. Но есть 2 вещи, которые тебе не надо делать. Любишь, он говорит: не любишь баню? Да, люблю. Не ходи в баню с фанатизмом. Немножко попарился, остыл, немножко попарился, остыл. Не грейся, знаете, как мы сидим в бане. 100, 110, 120, 130. Ну вот, нормальная баня. Он мне говорит: не надо тебе этого фанатизма. А он говорит: а потом еще любишь после бани в холодное прыгать? Я говорю: о, я не просто прыгаю, я сижу и считаю 60, 70, 80, счет у меня идет. Он говорит: вот этих 2 вещей не делай. Не перегревай и не переохлаждайся. И все, ты забудешь про свою грыжу. Специалист мне помог, я с того самого времени не мучаюсь больше с этой грыжей, я про нее забыл. Друзья, если мы сегодня с чем-то не соглашаемся, от Бога обязательно придет ответ. Бог нам покажет, что нам необходимо сделать
для того, чтобы войти в свою землю. Единственное, что пусть в наших головах не живет но. Сейчас такая ситуация вокруг. Бизнесы сворачиваются, люди в панике. Вообще кажется, что церкви разваливаются, потому что собраний нет. Но это хорошая возможность начинать YouTube-канал. Это хорошая возможность перетащить свой бизнес в интернет. Это хорошая возможность нам больше контактировать, значит, какими-то другими альтернативными способами. Хорошая возможность, в том числе молиться за больных людей, которых мы будем встречать с коронавирусом, а не бежать от них. Ребят, сегодня хочу вдохновить каждого. Пусть в нашей голове слово «но» умрет во имя Иисуса Христа.